Итак, у нас опять футбольная татарская лига, второй тур. Яндовище против Трехозерок. Трехозерки уже играли один матч в первом туре, и Яндовище пропускали. Упорная боевая ничья, я смотрел матч, обе команды играли хорошо. У Яндовища отличился Трубин, а у Трехозерок отличился Арапетян. И вот что капитан Яндовища сказал перед матчем. Так, пару слов. Ваше мнение, как закончится матч? Это у вас первый матч? У нас первый матч, да, у нас был перенесен, сегодня мы играем первый день, первый раз. Значит, команда в полном составе, настроение отличное. Значит, конечно же, мы хотим выиграть, так и будет, скорее всего. Один прогнозик. Вы забьете больше 3 голов или меньше? Да, забьем больше 3 голов однозначно. Все, удачи вам. Спасибо. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that field and keep it real. For you, no way, for you, no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world needs one of these. Hey, hey, do that brand new thing. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girlies say I'm pretty fly. For a white He guy. needs some cool tunes, not just any will suffice. But they didn't have ice cubes, so he bought vanilla ice. Now cruising in his Pinto, he sees homies as he passed. But if he looks twice, they're gonna kick his lily ass. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta play that field and keep it real. For you, no way, for you, no way. So if you don't break, just overcompensate. At least you know you can always go on Ricky Lake. The world loves wannabes. Hey, hey, do that brand new thing. Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done. He asked for a 13, but they drew a 31. Friends say he's trying too hard, and he's not quite hip. Так, у нас Кадиров Мухаммед, игрок команды Эцкюль, да, я так понимаю? Да, да. Команда Как сыграли матч? Сыграли 1-1, конечно, были у нас моменты, мы могли дожать, в конце был вообще шикарный момент, там по центру, но вратарь спас. Это и наше противостояние с Яндовищем уже насчитывает очень много лет, мы с ними соседи по Краснооктябрьскому району, поэтому матч получился достаточно вот боевой. Да, ну, судья там не заметил одного гола по нашему счету. Мяч уже был в воротах. Ну, ладно, оставим это на совести судьи, но матч получился очень боевой. По первому матчу хотел вас спросить. Вы выиграли первый матч 1-0? Да. Там как было, без шансов или тоже? Нет, Судя по матчу, вот я смотрел, немножко снимал, такой упорная борьба была. Да, достаточно упорная борьба. Для нас это был первый матч на таком уровне, на таком поле. Ну, в смысле, первая игра в Татлиге. И некоторый состав, основной состав нашей деревни, он еще не был готов, то есть не приехал на эту игру. Мы включили в состав тех, которые еще не наиграны были. Поэтому небольшая нервозность была. Но вот 1-0, как говорится, от защиты поиграли, достаточно все хорошо. И сегодня, конечно, пропустили. Вот один момент был у Яндовища, просто один момент, который, к сожалению, вот они реализовали. То есть про соперника можно сказать, что как бы с одного момента они решили, а в основном оборонялись, или нет? Да, нет. Получается, в этот раз у них не было момента вообще, потому что у нас, мы стоим. Вы имеете в виду сейчас матч, сейчас, который да, играли? да. Сейчас встали в зону, встречаем, и у них, в принципе, не было момента. Один обрез, потому что у нас получился, из саута пытались ударить, мячик легко пошел, и все, перехватили 2-1 и гол. Ну ладно, ничья тоже очко, поздравляю вас. Да, спасибо большое, всем удачи. Ильнар Жамалединов, матч закончился 1-1, Трехозерки играли с Яндовищем, да, я так понимаю? Да. Пару слов, вы на ворот стояли? Да.
Вам было тяжело отбивать удары или как вы справлялись без проблем? Очень тяжело было. Ну, вас поджимали или как? Прижимали, да. То есть они играли получше, можно сказать. Да не, мы тоже хорошо играли. Моменты были, только не забивали. Надо было издали приначить. Ну, сколько вы таких 100% вытащили, можете сказать? 2-3. 2-3. Как команда понравилась, соперник? Нормально. Судейство? Соседи наши. Эцкуль. Судейство как? Нормально уже играем, опытный. Сразу видно профессионал. Ну ладно, поздравляю с одним очком. Спасибо. В дальнейшем надо будет победы. На втором поле сыграли Селтик и Дуслар. Селтик выиграл 3-1. Голы у Селтика забили Рустам Хамдин, Ильяш Фердюсов и Виктор Сидин, а у Дуслар Адержанов Ильдар. Первый тайм был, в принципе, конечно, равным, но во втором тайме Селтик прибавил в скорости, в движении, и Дуслар, к сожалению, не смог справиться с этими скоростями. И игроки Селтика сделали свое дело, забив 3 гола. Так, интервью берем у Шефердюсова Ильяса, автора одного гола, да? Третьего забили. Да, последний. Как матч был? Тяжело? Да, первый тайм был тяжелый. Вот. Не могли никак забить ни одна, ни вторая команда. Вот. Но потом наша страна была посильнее немножко. Во втором тайме мы забили свои нужные голы. Что можешь сказать про соперника? Хороший соперник. В принципе, знали до игры, что хорошая команда будет. Выходили не просто так. Выходили играть в футбол. Как? Что-то грубоватый футбол, мне кажется, был. Как считаете? Ну да, конечно. И та, и другая команда хотела выиграть, поэтому старались за каждый мяч бороться. Каждый соперник хотел победить, поэтому такая игра была грубая. Поздравляю вас с победой, Ильяс. Спасибо. И нас игрок команды Дуслар Ренат Бедридинов. В чем поражение? Причина основная, как вы думаете? Хорошая игра Селтика или плохая игра
Дуслар? Немножко концентрации не хватило, я считаю. Играли хорошо, первый тайм вообще, я считаю, моментов у нас побольше было, чем у Селтика. Второй тайм первый пропустили нелепый рикошет. И все, там уже посыпались немножечко 3-1, ругаться начали. Вот, ну и немножко вот этого и не хватило концентрации, я считаю. Так, в целом игра складывалась хорошо. Я считаю, мы владели. Я видел, у вас был момент при счете 0-0. Вы вышли 1 на 1, но не смогли переиграть Ильяса Мирбулатова. Что, может, пас надо было дать или чего? Вот сейчас... Ну, паса давать смысла не было, потому что закрывали игрока справа. Вот. А ударил быстро, потому что я чувствовал, что за спиной уже игрок дышит в спину, и пришлось ударить. Главное, попал уже, мимо да. ворот вы не пробили. Да, там уже Ильяс сыграл на уровне, как бы Ильяс вратарь сильный. Как вы думаете, если бы основные игроки команды Батимиров, Марат, например, Карим приехали? Я считаю, без шансов 0-2 был бы точно. Выиграли бы точно. Не хватило вот как раз Карима, Байтимирова и Нура тоже не хватило. Ну ладно, большое спасибо, удачи. Спасибо. После Селтик и Дуслар на поле вышли Алмаз и Анды. Алмаз выиграл 6-2. У Алмаза по 2 гола забили Бедрединов Ильдар и Бакеев Ильдар. По разу отличился Джарубов Руслан и Хасянов Халид. У Анды дважды отличился Белоусов Александр. Из-за отсутствия команд на втором поле удалось полностью посмотреть матч. Алмаз имел, конечно, колоссальное преимущество. Очень много раз бил поворотом Бедрединов Ильдар. Вот он бьет 1, 2, 3, 4. Много ударов наносил. Забил 2 гола, мог сделать хет-трик. Ну, был одним из лучших игроков в этом матче. Как раз в прошлом матче их не было. Ни его, ни Наиля Мигдятова. Сегодня они приехали, и результат. Сразу 6 голов. Уверенная победа 6-2. Надеюсь, и в будущем Алмаз будет показывать только красивый футбол и много забитых голов. Итак, у нас Идрисов Рамис, команда Анда. Они сейчас проиграли 6-2, я так и понимаю, да? Да. Значит, я смотрю, там 5-2 было. Ну, по протоколу 6-2, да. Что не хватило для победы, как считаете? Ну, мне кажется, у нас вратаря нету, который будет не пропускать такие голы позорные, которые пропускал я. И, наверное, пару человек на замену.
которые реально усилили команду. Так, в принципе, сыграли хорошо, до этого играли плохо, теперь прибавили. Ну, надеемся, в следующей игре реализуем свой потенциал. А как первый матч сыграли, или это у вас первый матч был? Не, первый матч проиграли 7-1. А, ну то есть сегодня получше. Да, скажем сегодня так. мало пропустили и забили на 1 гол побольше. Поэтому Ну, я прогресс думаю, налицо. ближайшая победа у вас впереди, Да. так что будете стараться играть лучше. А вратарь будет у вас все-таки или нет? Или Ну, так и будет? надеемся, вот у меня есть там кандидаты, вот, посмотрим, как трансфер реализуется или нет. Надеемся, да. Большое спасибо. Итак, игрок сборной Уэльса Гаррет Бейл. Или в простонародье против Бедрединов Ильдар. Значит, победой 6-2, вас поздравляю. Спасибо. Вы забили 2 гола. Да? Или нет? Да. Смотри, много разбили все-таки. Почему в пасик не играете? Ну, Как вы считаете? как-то, если даю пас, там другого игрока уже успевает накрывать. А такие игроки, которые не смогут отдать пас в одно касание, то То есть не было таких, которые смогут хорошо с вами сыграть, скажем так. Ну как, только вот на Эльмидер. на Ильмегеда, да? Ясно. Вот в прошлой игре вас не было, я отметил это видео, если видели, наверное, да? Да, видели? Обзор, да. Да, без вас было тяжело, ваши проиграли 5-1. Все-таки вы будете стараться приезжать или что? Что у вас? Почему не если, смогли приехать? Будет время позволять, то, конечно, если буду успевать, конечно. Вот Ну, если так же ставить матчи в 4, в 5, то это удобно. Ну, вы знаете, да, что вы должны были играть в 3, но благодаря там Да. Камилю Бедредину вы стали играть в 4. Конечно. Хочу сказать спасибо отдельно Ясно. Камилю Бедредину. Вы играете в Дуслар, я слышал? Они проиграли сегодня. Вы расстроились или нет? Ну да, там играют мои друзья. Ну ладно, с победой, Ильдар. Спасибо. Давай. После Алмаза и Анды на поле вышли Кеусар и Крылья Советов. Крылья Советов выиграли 2-1. У Кеусара забил Кабиров Раис, у Крылья Советов Варданашвили Георгий и Абянов Дамир. Также из-за отсутствия второй команды на соседнем поле, так как занимались дети, я наблюдал этот матч. Могу сказать, что обе команды играли очень хорошо и заслуживали как минимум ничьей, но в футболе бывает так, что одна команда побеждает, а другая проигрывает, хоть может быть и не по игре. Очень быстро Кеусар повел в счете, великолепный гол забил Кабиров Раис. Просто вратарь ошибся, и Кабиров Раис с лету об перекладину забивает гол. Чуть позже вы этот гол увидите. Но Крылья Советов очень хорошая команда, как и говорилось не раз. Собрались, забили 2 гола. И, скажем так, волевая победа. Выиграли 2-1. Я надеюсь, в будущем обе команды будут набирать очки и стараться выйти из группы в плей-офф. Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili bow. Chili bow, chili bow. To an end, and we start again. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV's got the melody. 1, 2, 3, fire! Hey, hey, hey! Sharpen the mix to all kind of
the radical MCHV, got the melody. Back to the family, a guaranteed emergency. The radical MCHV, got the melody. 1, 2, 3, fire! Hey, hey, hey! Итог у нас игрок Каусар, это Каберов Раис, забил сегодня потрясающий гол, он попал в обзор. Пару слов о голе. Вы били все-таки или как? Ну, конечно, по-честному. Вратарь ошибся. Спасибо. Вратарь ошибся, вывел прямо на ногу, попал. Что не хватило вам, чтобы хотя бы сравнять счет? Почему вроде вели, почему так? Много новых игроков, будем сыгрываться. Ну, то есть не считаете, что они лучше играли? Не, игра была равна, но на ничью точно должны были играть. Может быть и выиграть. Первый матч вы выиграли, да? Мы выиграли, да, 5-1. А почему, отсутствовали, не смогли? Да, были. Личные вопросы. Личные, да. Ну ладно, не расстраивайтесь. Я думаю, все лучше впереди. Это футбол. Все, спасибо. Итак, у нас вратарь Крыльев, Жафяров Максут, да? Как? Тяжело далась победа? Да, было тяжело, особенно в конце поджали. Но мы смогли, да, устоять. Вначале было волнение, поэтому пропустили гол. Сейчас где-то с середины первого тайма собрались, начали уже нормально, вы сами видели. Голы с игры, качественные, красивые. Но в конце из-за того, что без замен, к сожалению, поэтому мы чуть подвстали, нас соперники поджали, но хвала Аллаху. Победили, да? Первый гол, я смотрю, вы привезли сами себе, да, чуть-чуть? Да, потерял ворота и не ожидал такого удара сходу. Красивый гол, я думаю, если у вас есть топ голов, то это должен войти точно. Ну, мы полностью как бы матч не снимаем, но этот гол попал в обзор. Ну, я думаю, вы его еще увидите. Да, очень Ладно, красиво. С победой вас поздравляю. Все. Предпоследний матч игрового дня играли команды Ватан и Татары Москвы. Татары Москвы обыграли новичков лиги. Команда, которая только создалась, со счетом 7-1. У команды Ватан единственный мяч провел Мурат Кылыч. У татаров Москвы Хачиков Александр забил 2 гола. Рамазанов Эмиль, Юсупов Саяр 2 гола. Аббасов Рамиль и Мамонтов Максим. Уверенная победа. Поначалу вроде казалось, что Мастюрк может что-то показать, какие-то комбинационные действия, но забив гол, голы посыпались уже один за одним. Уверенная победа, может быть, конечно, разгромная, но 7-1 все-таки дает понять нам, что команды были неравные, и что одна команда превосходила другую в классе и в реализации игровых моментов. Но нельзя сказать, что команда Ватан играла плохо, они старались, они бились до последнего, и отдать должное, что даже пропуская 2, 3, 4 гола, не опускали руки и играли дальше. Я думаю, победы к ним придут, и все у них будет хорошо.
нас Хайруллин Шамиль и Мамонтов Максим. Только что они выиграли у турков 7-1. 8-1. 8-1 даже? Да, 8-1. Нет, судья сказал 7-1. Ну ладно, не столь важно. Что было совсем легко, как считаете? Или все-таки Мастур как-то... спокойно, настолько как мертвый удав. И мы пока вышли и показали красивую игру. Было просто. Как вы забили гол свой, помните? Я. Там двоих или троих, не помню, это мне интересно. Не очень интересно, да? Ну скажите, у Мастург есть какие-то шансы или как? Нет. Вам они понравились или так себе? Неплохие ребята. Индивидуально хорошо играют. Индивидуально, но они не команда. Ну, то есть вы считаете, что вы за счет командного футбола выиграли? Да, мне кажется, да. Ну, вы рассчитываете до финала? Конечно. Ну, как же там? Селтик, Дуслар, Барс или для вас не соперник? Таких не слышал вообще. Ну, ладно, с победой вас. Спасибо. Так, у нас Юсуф Шан, правильно? Да. Да, пару слов. Первое поражение у вас, да, 7-1? Да. Сильно расстроило вас, нет? Ну, у нас первая игра, поэтому все впереди. У нас еще 5 игр будет. Поэтому мы смотрим вперед. То, что проиграли, да, мы еще не совсем готовы были. Но у нас еще впереди. Будем надеяться, что исправимся. Ну, у вас как бы сыгранная команда или нет? Сыгранные футболисты между собой? Ну, просто они еще не привыкли играть вместе. Мы недавно создали команду. Поэтому сегодня такая игра получилась. Вот. Ну ладно, я думаю, будущие победы впереди. Поздравляю вас с дебютом. Спасибо, будем надеяться. Спасибо. И в заключительном матче игрового дня играли команды Барс с Сабром. Барс выиграл 6-2. Хоть и Барс играл в меньшинстве, как вы видите, у них всего 4 были полевых игрока. Но за Барс подъехали очень хорошие футболисты. Это, например, Мусин Наиль. И забив 4 гола, можно сказать, он решил исход встречи. Один гол забил еще Муртазин Рафаэль и Якупов Руслан. А у Сабора отличились Лбов Игорь и Сергеенков Олег. Не знаю, как полностью матч происходил. Я наблюдал за двумя матчами сразу, но Барс повел в счете. Вел вроде 2-0. Потом ошибка Дамира Хусяинова им стоила гола 2-1. И буквально там за 5-6 минут до конца вот счет стал 6-2. Уверенная победа Барса. Уверена она еще в том, что они были в меньшинстве. Но выиграли, скажем так, очень крупно и очень уверенно. А Сабор опять проиграл. Второе его поражение. Надеюсь, в будущем их ждут победы. Но что касается Барса, я думаю, после поражения 0-3 от Дуслар, это очень хороший плюс для их команды. И в будущем, я думаю, тоже будут стараться выиграть свои матчи. Хотя на матч надо собираться полностью. Даже Ренат Абдурахманов, которому уже за 40 лет, вышел поиграть и показывал неплохой футбол. Вот он как раз с мячом, играет головой. Хоть его избили, но он встает и играет дальше. Поздравляем команду Барс с победой.
Итак, у нас Мусин Наиль, первый покер. Все было легко или все-таки как-то тяжеловато? Вас били по ногам, я видел. Да, было, попали немного. Ну, Вы- ребята старались, мы старались. Нас было на одного меньше. Да, мы заметили. Вот еще Вот вратарь. вратарь тащил много. Ну, расскажи, самый красивый гол какой вам понравился свой? Да когда вот парень Рафаэль Муртазин и Руслан Якупов разыграли так красиво. Вдвоем всю атаку разорвали. И потом гол в пустые. Почему на первом матче вас не было? Обескровленного 3-0 проиграли. А на другом матче был. На другом? Но вы будете постоянно приезжать или как получится? Как